Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Амшик Шара». И я его ведущая Нала Кови. Сегодня в программе. Абхазские энергетики расчищают воздушные линии для улучшения качества света. От абхазской кухни до французской выпускной экзамен в многоотраслевом колледже. Через призму впечатлений, культуры, традиций, природы Абхазии московские студенты разработали уникальные маршруты для путешествий. Президент Абхазии Аслан Бжаня, первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер-министр экономики Кристина Озган и председатель арбитражного суда Фатима Квициня примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Главная тема форума в этом году – основа многополярного мира, формирование новых точек роста. На полигоне вооруженных сил Абхазии состоялись учебно-практические стрельбы СГБ, сообщает Апснепресс. Сотрудники госбезопасности продемонстрировали навыки боевого применения беспилотных аппаратов, ведения огня из ручных противотанковых гранатометов, стрельбы с помощью дронов, стрельбы из траншей по наступающей пехоте противника. Учения прошли успешно, были достигнуты все поставленные задачи. И зимой, и летом у абхазских энергетиков рабочая нагрузка не уменьшается. Черноморэнерго продолжает работы по улучшению качества электричества. Сейчас идет расчистка магистральных воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. Подробности у Алики Трапш. Уже на протяжении года силами Черноморэнерго осуществляется расчистка всех магистральных воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. 80% работ уже выполнено. В настоящее время сотрудники предприятия производят расчистку 10-киловольтной линии ШЭРа, протяженность которой 18 километров, и подножники ее опорных столбов. На этой линии в данный момент задействована одна бригада. Сложность заключается в том, что здесь труднодоступная местность, горная местность, техника не может подъехать. Лес, кустарники, все надо делать вручную, топорами, дружбами. Доходить до нее трудно, это все время. Буквально этой линией мы занимаемся дней 20. До 14-15 километров расчищено. Падение деревьев на линии электропередачи, обрыв проводов нередко становится причиной прекращения электроснабжения потребителей. Поэтому расчистка воздушных линий мощностью 220, 110 и 35 киловольт от древесно-кустарниковой растительности и вырубка опасных деревьев на прилегающих к электросетям территориях проводится регулярно. Параллельно с этим Черноморэнерго осуществляет ремонтно-восстановительные работы и на подстанциях. К примеру, на подстанции Цандрипштяга идет установка второго трансформатора 10 мегаватт и установка новой релейной защиты автоматики. Также производятся работы на подстанции Гагра-3 по ремонту трансформатора. Там 2 трансформатора, одного из трансформаторов в нем было повреждение. Сейчас в данный момент производится работа. Также на подстанции Афон тоже ремонт трансформатора, уже к концу идут работы. У нас в планах подстанции Творчал-Грэш ремонт автотрансформатора 220-110, 125 мегаваттного. Там есть кое-какие повреждения, которые могут помешать работе трансформатора, надо их устранить. Специалисты Черноморэнерго ежедневно во всех районах Абхазии ведут работы, чтобы обеспечить потребителей качественной электроэнергией. Алика Трапш, Константин Парулова, Абхазское телевидение. План по таможенным платежам за 5 месяцев текущего года выполнен на 138%. При плане в 1 миллиард 111 миллионов рублей объем начислений составил 1 миллиард 533 миллиона рублей. В мае сумма начислений таможенных платежей составила 399,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства. Битва шефов в многоотраслевом колледже. Вот только это не шоу, а выпускной экзамен. Задача у студентов была нелегкая. За отведенное время будущие повара пытались приготовить блюда разных стран. От родной абхазской до греческой, даже французской кухни. Из аппетитной лаборатории репортаж Ульяны Рожковой.
Профессия повар и повар-кондитер востребованная и нужная. Каждый год Сухумский многоотраслевой колледж принимает порядка 150 студентов, юных и амбициозных поваров. Всего обучение длится 2 года. Как поделился директор колледжа Джумбер Мужба, раньше обучение длилось только год. Было решено добавить еще столько же для лучшего результата и качественного обучения студентов колледжа. Эта неделя экзаменационная и насыщенная для педагогов и студентов. Перспектива есть, конечно. Мы уже который заканчивает, почти 60 человек где-то трудоустроены. Уже 5-6 человек еще не определились, но все трудоустроены. Это начиная Гагра, Писунда. Уже начинается сезон, и они трудоустроены. Они знают, куда идут. Вы сами видите, наверное, они очень заинтересованы, особенно когда там работают в лаборатории. Готовить они все хотят. Вы знаете, теории особо не хотят, но эту практику для них это вообще... Каждый день они готовы там в лаборатории сидеть и готовить. Некоторые выпускники уже сдали экзамен и приготовили свои блюда, а кто-то еще в процессе. Украшают и оформляют интересные и аппетитные яства. Почти все студенты колледжа трудоустроены и проходят практику в ресторанах и кафе по всей Абхазии. Обучение в колледже дает основу тех знаний, которые в будущем студенты воплощают в жизнь уже на практике. Дмитрий Сидеропула, выпускник 2-го курса, рассказал о своих планах на лето. Он будет работать в своем кафе и помогать родителям. Колледж весьма мне понравился, было довольно прикольно, забавно, учителя хорошие, прям как все родные, все как дома. Очень в целом хорошо. Я бы еще остался. Да, всему свое время, в дальнейшем потом все равно поступлю на повышение квалификации. Выпускников и их экзаменационные блюда строго оценивали преподаватели колледжа. В течение 2 недель им будут выданы дипломы, и они смело начнут свой вкусный путь повара. Ульяна Рожкова, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Неделя началась с хороших спортивных новостей. В Кисловодске прошли международные соревнования по вольной борьбе Гран-при К-74 Кубок главы города-курорта Кисловодска на призы заслуженного мастера спорта Дениса Царгуша. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. За награды турнира сражались 25 борцов из разных стран. Безоговорочным фаворитом состязаний был олимпийский чемпион Токио, 3-кратный чемпион мира Заурбек Седоков, который и стал победителем турнира. Призовой фонд соревнований составил 1 миллион рублей. 8-е Всемирные игры юных соотечественников стартовали в Москве 2 июня. Игры собрали более 200 ребят из разных стран. Всего в играх примет участие 450 спортсменов. Соревнования проводятся по баскетболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, спортивной борьбе и плаванию. Команда шахматистов Абхазии заняла 2-е место в общекомандном зачете. Репрезентация бренда «Абхазия – страна души» под таким названием в Агу открылась международная выставка. Цель проекта – воспроизведение будущего через раскрытие туристического потенциала страны. Выставка разработана студентами направления дизайн среды Президентской академии Института современного искусства, а также архитектурного колледжа. Шазина Ханагуа посетила выставку. Смотрите следующий репортаж. Через призму впечатлений, полученных в ходе изучения культуры, традиций, архитектуры и природы Абхазии, московские студенты разработали целый ряд уникальных маршрутов для путешествий по удивительному краю, основанных на маркетинге смыслов. 3 года назад руководитель проекта, старший преподаватель Президентской академии Анна Медлева, впервые приехав в Абхазию, была очарована ее красотой. И пока я здесь была 2 недели, я постоянно в силу своей профессии сталкивалась с вопросами: а что бы вы сделали здесь? А как вам кажется, что может быть тут? У меня, конечно, всегда, как у архитектора, есть ответы, но я не считаю, что я правомерно предлагать вам или тем более навязывать какие-то решения. И так случилось, что волею судеб мне предложили стать руководителем дипломного проекта и сказали, что я могу выбирать свободную тему. Тогда почему не выбрать Абхазию? Так родилась идея представленной здесь выставки.
Первый этап проектирования, знакомства с республикой, был построен на изучении открытых источников, после чего студентам было предложено выбрать один из участков для дальнейшего дипломного проектирования на территории Абхазии и создания композиции, основанной на интуитивном восприятии места. Интернет, какие-то отзывы, картинки, книги, которые были в доступе. И первым этапом работы нашей вы увидите коллажи, которые находятся в той части выставочного зала. Это был абсолютно интуитивный поиск. То есть некая художественная композиция, положенная на территорию, при помощи Google карт мы работали, через эмоциональное восприятие того, что они увидели, прочитали и узнали. Дальше я им предложила перевести это в рельеф. И то, что у нас получилось, вы увидите в макетах, которые здесь представлены. И уже только потом мы полетели сюда на практику, и после этого уже рождались те проекты архитектурные, которые увидите в той части зала. Настоящая экспозиция макетов представляет собой творческий поиск. Еще до выезда на место проектирования студенты, собрав информацию из открытых источников, постигали характер и особенности местности. Перед учащимися стояла задача нащупать атмосферу места, то есть провести изыскания в области возможных сценариев развития места, включая мистификацию и футуристическое представление о возможной средовой режиссуре пространства. В прошлом году представленную в той части зала выставку мы показали на самом главном мероприятии в Москве, которое посвящено архитектуре и называется «Арх-Москва». Мы получили дипломы, мы получили овации. У нас были представители администрации, у нас были в гостях представители абхазской диаспоры. Мы получили очень хорошие отзывы. В рамках этой разработки дипломной работы нами была спроектирована настоящая палитра, которая называется «Цвета Абхазии». И ее уже наша партнерская компания «Краски Мандерс» запустила в продажу. Ее можно купить. Но и тоже мы на этом не остановились, потому что на следующий год в дипломное проектирование в Академии при президенте Российской Федерации у нас входит задание, которое называется «Палитра Сухума». И я очень надеюсь на поддержку администрации города, на выдачу нам технического задания, потому что палитра уже в работе. И нам очень хочется, чтобы наш труд был востребован, он был вам нужен, чтобы вы из этого что-то для себя полезное почерпнули. Как я и сказала, мы разработали не только туристические маршруты, но и бренды этих туристических маршрутов. И мы привезли вам мерч, показать, как мы это видим. Главная задача любого проекта – создание уникальной атмосферы места, вызывающей незабываемые положительные эмоции. Принцип проектирования среды построен на сохранении памяти места, культурных традиций, бережном отношении к истории. Это история очарованных Абхазий. Да, история любви. Да, очарования без любви не бывает. И это действительно очарование, потому что мы с вами видим на протяжении уже многих лет, как методично разрабатывается образ Абхазии. Образы в современном мире имеют особое значение. Для того, чтобы сформировать позитивный образ, расходуется колоссальный ресурс. Наши друзья сегодня представляют позитивный образ Абхазии, который они сформировали практически самостоятельно, без нашего участия. Далее московские студенты провели презентацию курсовой работы, посвященной туристическим маршрутам Абхазии и новому имиджу республики. Туристический маршрут кино показывает и рассказывает нам о фильмах, которые были сняты в Абхазии в советское и постсоветское время. Это маршрут ностальгии и воспоминаний о теплых героях и историях. Наш логотип в виде камеры объектива и человеческого глаза, что напрямую связано с нашим маршрутом. Паттерн бренда выполнен
вдохновлен, я бы даже так сказала, вдохновлен национальными узорами. И также для своего бренда мы разработали уникальный продукт для ценителей искусства. Это виниловые пластинки, на которые мы будем записывать музыкальные произведения из наших фильмов, которые представлены в нашем маршруте. Все, что было разработано студентами за 2 года, было передано администрации города Сухум, а именно архитектурному департаменту. Документ был подписан руководителем проекта, старшим преподавателем президентской академии Анной Медлевой и главным архитектором столицы Светланой Шаменковой. Московские студенты также разработали развлекательно-познавательные настольные игры «Путешествия по Абхазии» и предложили абхазским учащимся Госуниверситета сыграть в нее вместе. Жазина Ханагуа, Нарсоу Цулугия, Абхазское телевидение. Состоялся парад концертов в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба. Воспитанники детских музыкальных школ, школы искусств и Сухумского музыкального училища имени Чичпа продемонстрировали не только свой творческий потенциал, но и умение получать удовольствие от хорошей музыки и заряжать ею зал. Всего выступило 18 музыкантов, среди них и те, кто впервые выходит на большую сцену. Дебют получился ярким. По словам организаторов, проект полезен буквально всем. Дети набираются опыта работы на большой сцене, преподаватели объективно оценивают свой труд, зрители наслаждаются классической музыкой. Мощная магнитная буря накрыла Землю. Нашей планеты достиг поток плазмы, который образовался в результате вспышки на Солнце. В итоге усилится северное сияние. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головные боли и слабость. Могут быть сбои в работе техники и навигационных систем. Ну а далее о погоде на завтра. По сообщению гидромедцентра, в среду 5 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. К вечеру местами возможен слабый дождь, туман. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Температура воздуха ночью 16-21, днем 26-31 градус. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.